прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 14 марта. Каждый может спасти жизнь. Республиканская станция переливания крови обеспечивает заявки медицинских организаций региона в полном объеме. Минздрав запустил акцию по сдаче крови в честь Рамадана. Какие условия донорства в благословенный месяц поста? Прекрасная Сунна. Региональный общественный фонд провел очередную благотворительную акцию добра, что входило в состав продуктовых наборов. Сохраняя историческую память. Я считаю, что это очень значимая акция для каждого человека, потому что это память нашего народа. В Грозном открылась уличная фотовыставка о диктанте Победы. До какого числа можно увидеть экспозицию? Начнем с важного. В честь благочестивого Рамадана Министерство здравоохранения запустило донорскую акцию под девизом «Спаси человека, и ты спасешь человечество». Это связано с традиционным снижением количества доноров в период поста. Она уже объединила сотни людей. Какие условия сдачи крови в Рамадан, выясняла Валентина Гусевская. В республиканской станции переливания крови выстроилась внушительная очередь из желающих стать донором. Однако в последние дни учреждение остро нуждалось в добровольцах. Обычно в месяц Рамадан их количество снижается, в то время как запасы крови необходимо пополнять ежедневно. С понедельника по пятницу с 9 до 13:00 Именно поэтому в честь благословенного месяца Министерство здравоохранения Чеченской Республики запустило донорскую акцию под лозунгом «Спаси человека, и ты спасешь человечество». Это действительно такие слова, они есть в исламе и тронули, наверное, сердца наших жителей, потому что сегодня, вот на удивление, у нас откликнулись наши дорогие доноры. Республиканская станция переливания крови обеспечивает заявки медицинских организаций региона в полном объеме, и мы ситуацию держим на контроле. О благотворительной акции многие узнали от своих близких, а также из соцсетей ведомств. Чаще всего приходили не в одиночку, а в компании друзей и коллег. Я являюсь волонтером благотворительного фонда «Даймок». Я сдаю каждые 2 месяца, как нужно. В этот месяц Рамадан, как было заявлено Хамзатом, представителем Красного Креста, то, что доноров очень мало. И я подключил всех своих друзей, спортзала, колледж, везде, где я участвую, где мое хобби, всех позвал. Привел около 20 человек, наверное, сегодня. Чтобы сдать кровь, необходимо пройти так называемый путь донора, отметиться в регистратуре с паспортом и СНИЛСом, затем направиться в первичную лабораторию, где проверяют уровень гемоглобина и резус-фактор, а также пройти опрос о перенесенных заболеваниях. Если нет противопоказаний, выдается допуск для сдачи крови. У меня друг работает тут, Хизир, на Красном Кресте, и увидел у него статусы, что есть акции, что нехватка крови, и я решил чисто как благотворительность прийти, помочь людям. Именно месяц Рамадан это будет вообще большая награда за это, за помощь человеку, который получит эту кровь. Министерством здравоохранения России установлена норма количества крови от одного человека, не более 450 мл. По мере необходимости берут не только кровь, но и ее компоненты, такие как тромбоциты и плазму. Наиболее востребованы донорские тромбоциты. Они участвуют в процессе свертывания крови и регенерации тканей. В станции есть 7 аппаратов специально для данной процедуры. В тромбоцитах очень нуждаются больные лейкозом и онкогематологические больные. Стоит обратить внимание, что сдача крови во время поста не противоречит религии ислам. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман региона.
الله دال سبحانه وتعالى شريعة أحكام شبق ولا بقدش قيت مديز قيت الله وين توفيق لويل. Во время донорской акции сотрудники станции переливания крови продлили рабочий день, чтобы доноры, постящиеся в течение дня, могли сдать кровь после разговения. Кроме того, вечером дополнительно был организован мобильный пункт станции на территории Министерства здравоохранения. В акции принял участие лично министр ведомства. Благодаря главе Чеченской республики герою России Рамзану Ахматовичу Кадырова у нас активно развивается именно донорская зона. Активно у нас люди участвуют именно в сдаче крови. Если так смотреть по статистике, около 13 тысяч человек у нас проходит ежегодно, сдают кровь. И даже вот в Рамадан, когда люди активно, обычно снижаются за 2 дня, было 400 у нас, сейчас у нас приближается около 500. Баркалдайре сходил, мел участвует инчунайно, бок мел бехнал, марка баттал, мадан баттал, он сол, дали абертки масери, ардон харцидон, вай остро нуждающий, экстренно хлчи, сол операция, использует деш, сол аварийш хлчи, экстренно использует деш, донорский, да именно вишумаду, так, мела призывался, сол лавмада ар, шайти далуше, хена, он док подал остался. На мобильной станции все этапы подготовки сохраняются. Есть кабинет регистратуры, первичной лаборатории и обследование врача. После сдачи крови предлагают сладкий чай с печеньем. Я являюсь солистом Чеченской государственной филармонии имени Адана Шабулатова. Конечно же, в такой священный месяц, как Рамадан, очень важно совершать благие и добрые дела. И сегодня мы со своим коллективом пришли добровольно сдать свою кровь, ведь она может спасти кому-то жизнь. И я призываю всех жителей также прийти сюда и помочь людям, кому нужна такая драгоценная помощь. Кровь направляют в медучреждения республики. За 2 дня акции донорами стали почти 500 жителей. В месяц Рамадан мобильная станция посетит и другие населенные пункты региона. 18 марта Гудермес, 20 Урус-Мартан, 25 числа Наурскую. Валентина Гусевская, Сайдамин Мусаев, Шамсуди Джабраилов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская республика. В Курской области состоялось награждение отличившихся бойцов полка Ахмат Чечня Минобороны. В мае этого года исполнится 2 года с момента формирования подразделения. За это время, сражаясь с врагами Родины, они не раз доказали, что достойны самых высоких наград. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения СВО, высшее звание Героя Чеченской Республики присвоено 6 военнослужащим. حيل زداش شق ميخنو ديل يتمس ديل ريز طاشت سيدنا تما بانا ديل ريز هو باشنا كمان ديرنا دغان دا سرو دلا غيت نمدو دا مقلا كدا غردو ديل ريز غول وقل وقر ما خادورنا وباشنا وكمان دي زكاه ابتي وقع خلا داس قرش حوش خلا بس تيان اون ويش غلات توشلش هي جاي خلاص ولا لا مقلا كده شباب يقولوا ما ديك اول. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную акцию добра. Хлеб и куриное мясо в первую очередь распределили нуждающимся семьям во всех муниципалитетах. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. О значимости садаки в месяц Рамадан Медина Мударова. В священный месяц Рамадан за дачу милостыни дается большая награда от Создателя. Именно поэтому для верующего важно совершать садака. Этим региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова занимается регулярно. На этот раз в рамках благотворительной акции было роздано 25 тысяч кур и 75 тысяч буханок хлеба. هو مرخي باتا خلو دا عدالت نجت ريونا بيخش باغيل مسكنا عن بيع سابعيت نزوغيت مهلوجال قبل دوليز. Акция в регионе проводится на протяжении всего священного месяца Рамадан. Фонд по обыкновению оказывает постоянную поддержку всем, кто в этом нуждается. Помощь доставили каждому прямо к двери. إدارس أيمان ناخل تنكنتن رمضان ناخل
دال قبل ساعدول هردايتن دال أيماني ويمحكين أيماني رمزاني وزن دير وقن دير شي دق ملح شمان دير شي دوزن سن تدول دير بقل وزن دير وقن دير دال ساعدول دير. Малоимущие и остро нуждающиеся семьи не перестают выражать благодарность президенту фонда Аймане Несиевне и главе региона Рамзану Кадырову за пристальную заботу и внимание. شيدين دير أحمد حجين دير أيماني دار سؤال يلقى بزن دير وقن دير دار قبل دير ساعة يلقى رمزان دير أيماني دير مصيري سيقة بص ديكش أور دار قبل دير ساعة دويل دار دوق وما دو ديش دوق ساعة دو دوق شتكو ما غيبت دير ساعة بقلا مصدو ألس بغيب دوش Несмотря на то, что масштабные благотворительные акции организация проводит на регулярной основе, жители радуются. Для них это значимая помощь. دال قبل ساعة دوال وزن ديل أحمد حجينا دير تسال أربح كنشني أنتير وزن ديلا ديلا تعني ساعة نقرأت سيوق الحمد لله دال قبل ساعة دوال دق ملح شون دير أحمد حجي تأخذ كون دير ساعة دا عشتاح نيا دوق بلتر أولودر ويفون دير أحمد حجي تأخذ أيماني. Кроме того, в Грозном 70 малоимущим семьям раздали по 100 тысяч рублей. Жители в один голос благодарили Аймане Несиевну и Рамзана Кадырова за постоянное внимание и сопереживание их жизненным трудностям. أحمد حجي دير دال قبل دين ساق دويل قربزن ديل يحشل برودكت مصو هما تكون ساقا تشوشو تنق تكون دوق وقل هر مرغبة تهر ساق هذا اسون دال قبل ساق دويل يقر وقشوات برودكت نوات تستنى هما يقر وقشواتش هذا ايش دور سون ساق دال قبل ساق دويلر وبيش مرغبة تهر. Фонд не оставляет без внимания ни одну нуждающуюся семью. Акция охватывает весь субъект, в том числе и самые отдаленные населенные пункты. Великодушие Аймани Несиевны не знает границы, и это чувствуют все, кому она помогла. Мизина Мударова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Накануне мэр Грозного Хасмагомед Кадыров проверил ход работ управляющих компаний. Особое внимание уделил благоустройству многоквартирных домов, включая очистку придомовых территорий, обновление фасадов и покраску подъездов. Также градоначальник оценил ход санитарной очистки. Субботники проводятся во всех районах столицы. Участники приводят в порядок общественные зоны и улицы. В завершение Хасмагомед Кадыров напомнил горожанам, что только совместными усилиями можно поддерживать чистоту. Воена города и района нашего президента Лакайкенду и почему Рамзамату. Сунде Массар Арадула, Гора Моше Глацлочен Дада, Лоч Бокбол Букой Окша запланировано. И Бог Массар Бабиз, Шейше Дамашу Ашбеш Араб Оша, Царь Цехаз Встречна Шеша, Царь на Денистидеш, Окамел Тая Шолфасад, Дворовой подъезд, детская площадка, Шамелю Локата, Мелия Шолома, Эцнахан, Галар Бахар, Вошен Ешу из Цанденистидеш, Иштецта Богу Биз. Продолжаем. В Грозном открылась уличная фотовыставка, посвященная диктанту Победы. В экспозиции представлены 35 фотографий. Цель – вызвать интерес к международной исторической акции у жителей и гостей региона, а также познакомить их с событиями героического прошлого страны. Репортаж Валентины Гусевской. Патриотизм и сохранение истории. Уличная фотовыставка «Диктант Победы» проходит во всех регионах России. В Чеченской Республике ее разместили в сквере журналистов в Грозном. Мы видим, как федеральный центр уделяет большое внимание сохранению, изучению истории. Мы видим, как политическая партия «Единая Россия», Народная партия «Единая Россия», она уделяет своей работе большое внимание на сохранение, изучение истории. Кроме того, мы видим, как глава республики Рамзан Кадыров, он акцентирует внимание в своей деятельности на то, чтобы популяризировать историю, сохранить историю, историческое наследие. Объявляется год истории, как мы с вами помним. Все эти меры на всех уровнях, они вызваны сегодняшними угрозами, которые стоят перед нашей страной.
Диктант Победы в этом году будут проводить в 7-й раз. В 2024 он прошел на более чем 28 тысячах площадок в 61 государстве мира. Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны – то, о чем не раз упоминали на мероприятии. Подрастающее поколение должно знать свою историю, своих славных героев, наших дедов, прадедов. Потому что и в Первую гражданскую войну, и во Вторую мировую войну наши с вами прадеды защищали российскую государственность, проливали свою кровь. И пролитая ими кровь дает нам право быть достойными гражданами Российской Федерации, жить, учиться, развиваться и работать в любом ее уголке, в любой области и городе. Поэтому нам надо это ценить, ответственно к этому относиться и делать все для процветания нашей общей Родины. Почетные гости торжественно разрезали красную ленту и осмотрели представленные стенды. На аллее разместили 35 фотографий знаковых площадок в мире, России и Чеченской Республике. Информацию на стендах лучше читать слева направо. Как книгу, фотовыставка показывает, где раньше проходили тесты, какие были вопросы, сколько людей приняло участие и многое другое. Фотовыставку организовало региональное отделение «Единой России». Диктант Победы – самая масштабная акция федерального партийного проекта «Историческая память». В соответствии с той задачей, которая была поставлена руководством партии, открываем эту фотовыставку. Она посвящена 80-летию Великой Отечественной войны и акции «Диктант Победы». Рассчитываем, что в этом году мы побьем рекорд прошлого года, 2024 года, в котором приняли участие более 2 миллионов участников. Повышается интерес к этой акции, увеличивается количество жителей, и в том числе и в нашей республике. Мы в прошлом году приняли участие порядка 7 тысяч человек. Для проведения Диктанта Победы в этом году в Чеченской Республике зарегистрировано 112 площадок. Возрастных ограничений для участия нет. Проверить и углубить историю желают как взрослые, так и молодое поколение. История Великой Отечественной войны, история Первой мировой войны, Второй мировой войны, история Кавказской войны. Вся эта история, все эти исторические даты, надо постоянно говорить о них, писать об этом, посвящать молодежи эти истории. Участвовал 2 раза в акции «Диктант Победы» на территории Курской области во время того, когда там проживал. Я считаю, что это очень значимая акция для каждого человека, потому что это память нашего народа о победителях этой страшной войны, память победителей, память предков, которую каждый должен знать, и поэтому каждый здравомыслящий человек должен принимать в этом участие, чтобы сохранять эту память, передавать ее своим детям, дети будут передавать им, и это нельзя забывать. В этом году тестирование пройдет 25 апреля. Ответить на вопросы диктанта можно как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Джабраил Хаджиев и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Стихи, романы и рассказы. В Грозном презентовали уникальный сборник Нохчала. Он отражает богатство национального культурного наследия и стал итогом 2-летней работы талантливых чеченских литераторов под кураторством Союза писателей. Лимна Джамалдинова с подробностями. Сборник Нохчала формировался 2 года. Над ним работали самые опытные писатели Чеченской Республики. Он был создан с целью сохранить и популяризировать чеченскую литературу, а также поддержать молодых авторов. В него вошли произведения как известных, так и начинающих писателей. Презентация прошла в библиотеке имени Абузара Айдамирова. سير وين خز غلق شغل شغلات يقمت كشا ديزلا لول خشقة يرتع مخكل إرها خز غلق خز يقمت كشغلات سير ديتسان دولا يزين دول ديتر شتلا بيت شلا بيست نشلا إشياء تحنا قولنا أريقنيو إذا يزدر قوتو بنشوا إيش ددي يزر الحق دلدر هندر عشينز جرجي مصو حسام شو عشتا رستوي لخول يلا نقطة حس مشكح غير قالت دوزل قلوشة إشت كينش خشتوري يلا أخكي شهر شاش دوزل شقول شخنا شين إيه حق شو وعي لها صار إشي دوزلنا إيش وشين شوزي تح ونقطة غير قادونهما ديريك دوزر دكتور دينا نان بولت إيرا بولشة بيش قدر دكتور يتحكينش كيشتا. Сборник включает в себя стихи, отражающие богатую историю и культуру чеченского народа, прозаические отрывки, которые затрагивают темы идентичности, истории и современности. Название Нохчала означает «чеченская душа». Это символизирует глубину чувств, эмоций и переживаний, которые передаются в каждом произведении сборника.
На мероприятии присутствовали писатели, журналисты и все, кто интересуется искусством слова. Аза Юсупхаджиева, автор рассказа «Беби», который вошел в сборник, поделилась своими мыслями о значимости литературы в жизни общества, а также рассказала о процессе создания произведения. خلق يصدر خوي بلخش قون يصدر خوي بلخش إشتا سجوق تغنا سمق دالا هم دالشي بيبي ديتر ستعديتر دغنا وقول يقي ستناغ يقينا تسيو بيبي إتخا يرتر ياخر خويو يقين يقستقيو شيقين خلرتا تقا بيرشوخين واسينا يوش شيقيرча شيقيرта حدا Одним из ключевых моментов вечера стала церемония вручения удостоверений чеченским мастерам слова. Теперь они стали членами Союза писателей Российской Федерации. Мероприятие завершилось живыми обсуждениями и памятным фото, оставив у присутствовавших чувство гордости за свою культуру и желание продолжать ее развитие. Имда Джамалдинова, Магомед Басаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. И напоследок, в Грозном состоялась торжественная церемония открытия муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2025». В этом году за право представить столицу на региональном этапе, а затем и всероссийском, будут бороться 27 педагогов. После церемонии участники продемонстрировали свои работы в первом конкурсном испытании «Методическая мастерская». В течение 3 недель конкурсанты пройдут 8 испытаний, каждое из которых направлено на выявление сильных сторон участников и их способность применять инновационные подходы в обучении. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.